Получив первый на сегодня заказ забрать клиента с Бестужева-Марленского 9/4, мы решили поговорить о работе, о клиентах, стабильности заработной платы и конкурентах. Да много там проблем с ними, с индрайвером. Путевок нету у них, выходит кто попало, считайте. Надо подработать, вышел, зарегистрировался. Что случится, факт тот, что никто ничего, никто ответственность никакой не несет. В выходные, естественно, пассажиропоток большой. Понедельник это самое, уже более такие деловые люди ездят. Опаздывающие на работу. Да, опаздывающие на работу, с работы, с детьми, в школу. Сейчас много школ, гимназии, вот все это самое, детские сады. Пассажиры бывают разные, но в этой службе в основном постоянные клиенты. Кто знает, это старое такси, как бы у нас хорошие пассажиры. Ну а когда начинаются клубные дни, суббота, воскресенье, пятница, там уже всякие попадаются и пьяные. У меня еще внешность такая, что похож на украинца. Хотя я здешний, здесь родился, здесь, как говорится, крестился. Вот, понаехали, говорит, начинаем дебаты. Оказывается, наша молодежь якутская плохо знает свою историю. Не знают даже, что раньше якуты в долине Туймада никогда не жили, ну не зимовали. Что это был летник. Ох, только летом здесь и секс справляли вот, на озере Саисары. Выпасали скот, а на зиму все уезжали в сторону Чурапчи, Вилюська туда, повыше. А вы знаете, и вы им это рассказываете? Ну да. Реакция? Ну да, слушают. Некоторые говорят, хорошо, мы посмотрим, почитаем, в интернет зайдем. Сейчас же книжки никто не читает. Дыдым-Дархана даже никто не... Даже некоторые удивляются, а что, говорит, он есть, что ли? Книга такая. Я говорю, ну вот возьмите как-нибудь, почитайте хоть маленькую историю, кто здесь жил на этой земле. По пути мы также обсудили наш любимый город Якутск с точки зрения заездов, выездов и проездов. Любимая тема любого водителя – сократить путь благодаря дворам да закоулкам. Каждый год что-то достраивается, что-то перестраивается. А старые квартала, вот этот вот, сейчас поедем в этот квартал, вот на Кальвице, он один из первых же КПДшек. И там вот они все дороги развалены. В центре-то вон, где нету по проспекту Ленина нормальных дорог, заездов. Вот еще спасает Дети Азии, то, что делают дороги, подъезды. Также мы обсудили отношение нашего героя к стоимости бензина. Ну а что, от нас это не зависит. Бензин что, дорожает и дорожает. Еще он к концу года еще собираются на 1,5-2 рубля его повысить. Так что мы от этого не зависим.